Сыктывдинские предприниматели подготовили заявки на участие в конкурсе грантов в общей сложности на 27 миллионов рублей. И это первый показатель того, что малый бизнес приходит в себя после кризиса. Сегодня перспективы развития предпринимательства в районе оценила спикер Госсовета Коми Надежда Дорофеева. Она побывала сразу на нескольких площадках. Сельские бизнесмены рассказали председателю регионального парламента о своих проблемах. Несговорчивость банков и кадровый голод сегодня больше всего тревожат малый бизнес. Репортаж Виктории Палкиной. Расширяться готовы, но банки начинающим предпринимателям не особо доверяют. Делятся своими переживаниями с Надеждой Дорофеевой бизнесмены Сыктывдинского района. Этому небольшому предприятию чуть больше года занимаются деревянным домостроением. Люди есть, а вот техники нет. А без своего автопарка двигаться вперед не получается. Масс-манипулятор и прицеп, можно сказать так. Это нам техника нужна для перевозки древесины, чтобы было свое. Свое, оно есть свое. В дальнейшем еще планируем поставить пилораму, чтобы от начала до самого конца, чтобы срубы полностью готовили своими силами. Только на покупку техники нужно 7 миллионов рублей. Поэтому здесь уже готовят документы на получение гранта от районных властей. С 2015 года в Сыктывдине действует программа поддержки предпринимательства. В общей сложности на эти цели уже потратили 25 миллионов рублей. В этом году конкуренция будет серьезная, как никогда. Поэтому поддерживать будут только тех бизнесменов, которые будут покупать новое оборудование. В развитии малого бизнеса прежде всего заинтересованы в сельских поселениях. Именно к своим предпринимателям власти на местах идут за помощью и в вопросах благоустройства, и в реализации любых проектов. В этом году мы как раз будем обустроить этно-детскую площадку. Один из предпринимателей полностью берет на себя это обязательство изготовления и досок информационных, и скамейки, и также арт-объекта на детской площадке. Это путем взаимодействия и получения гранта народного бюджета, ну и спонсорское средства с его стороны. Уже здесь Надежде Дорофеевой рассказали о самом амбициозном проекте в районе. В Пашгинском сельхозпредприятии нацелены на глобальное обновление производства. Новый убойный пункт есть, летом должны запустить переработку молока. Молочный цех готов, ассортимент разработан. Творог, кефирный кефир, потом сметана, масло, сливки и йогурты. И даже на нем, возможно, мы его дооснастили во время покупки дополнительного оборудования, можно даже сыродыгейские мягкие делать. Нацелены здесь и на увеличение поголовья. Для этого готовы строить новые помещения. Поддержку регионального Минсельхоза получили, молодыми кадрами усилились. Хотя, признаются, зазвать на село перспективного специалиста сложно. Благо, жилищный вопрос в Сыктывдинском районе сдвинулся с мертвой точки. Через различные программы Министерства сельского хозяйства уже в этом году, в марте месяце, мы выдали свидетельство нашим гражданам 8 человекам, соответственно, и в мае месяце еще 5. В эту программу основную входят еще 4 подпрограммы. По этим направлениям и наши специалисты получили соответствующую поддержку на улучшение жилищных условий. Сегодня в Сыктывдинском районе готовы реализовать 5 перспективных агропроектов. А это десятки новых рабочих мест. Осталось найти инвестора. Сыктывдинский район произвел впечатление привлекательного в инвестиционном плане района, в котором создаются условия для предпринимательства. Малый бизнес, как мы убедились сегодня в районе, развивается, создаются новые рабочие места, поступают налоги в бюджет. И, конечно же, эта предпринимательская такая обстановка, она здесь просто ощущается в районе. А еще Надежда Дорофеева отметила рабочий настрой сельских бизнесменов. Жаловаться на жизнь и несговорчивых чиновников они не стали. Отношения с районными властями выстроены. Дальше дело за самими предпринимателями. Для них время – это деньги. Его здесь тратят не на ругань, а на поиск новых заказчиков и рынков сбыта. Виктория Палкина, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.